привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Сегодня мы заседаем оргкомитетом фестиваля Sounds of Sakha и говорим про музыку. Какие впечатления о прошедшем фестивале? Здорово получилось, классно, что получилось привезти аж 2 хедлайнеров. Раньше-то ни одного не было, и вообще привоза в городе маловато было вот именно каких-то рок-музыкантов. Джейн Эйру там 20 уже почти лет группе, да, и 15 лет Animal Jazz'у. Они впервые в Якутске за все это время. Ну, что впервые вместе. Да. Animal Jazz уже были. Это группы, которые развиваются, и мне лично наиболее очевидно это на примере группы Джейн Эйр. Ребята на очень высоком уровне выступили, вживую они звучат еще круче, чем в записи. Скажи Джейн Эйр пушка. Джейн Эйр пушка. И Animal Jazz тоже профессионалы своего дела, они отыграли на все 100. Люди, которые пришли конкретно на выступление этой группы, не были разочарованы. В принципе, я доволен тем, что это все состоялось. Мы смогли все это грамотно организовать, практически не было негативных отзывов, и все прошло на довольно-таки высоком уровне. Ну и сами ребята, то есть мы с ними общались, они очень довольны. Изначально они не думали, конечно, что все будет так круто. Все-таки они понимали, что они едут все-таки в провинцию. По их многочисленному опыту, неоднократно поездки в провинцию были худшим образом организованы. И тут они, в принципе, остались очень довольны, и это главное. Поставили им звук и свет отличный, они очень похвалили и даже удивились, что в Якутске есть такое количество высококлассного оборудования и такие профессиональные ребята. Ну, кстати, мало кто об этом задумывается. Это значительный фактор формирования имиджа региона, о чем часто говорят, что Якутск и в глазах профессиональных музыкантов новый шаг к тому, чтобы люди воспринимали действительно наш город как место, где действительно можно проводить качественные концерты. Я, кстати, вот думал, что ребята, которые играют там 15-20 лет, занимаются музыкой, что у них есть, наверное, частичка чего-то того, что может быть неприятно во время общения. На самом деле нет, это вообще обычные парни. Хотелось бы отметить всех. Вот особенно Джейн Эйр, они своего рода группа культовая, потому что в 2007 году они на себе культуру потянули, грубо говоря. Наряду еще с несколькими командами того времени они были лицом вот этой эмо-культуры. Вот где-то палец-то можно загнуть. Со студенческих времен идет, мне доводилось просто брать интервью, допустим, у некоторых писателей, чьи книги я любил, и всегда вот есть очень большой риск, когда ты вживую общаешься с творцом, всегда есть риск, что ты, пообщавшись с этим человеком, поймешь, что есть некоторое несоответствие творчества и личности. И, к счастью, такого не произошло. И с ребятами из Джейн Эйр, пообщавшись, я до сих пор прекрасно слушаю их песни. Я понимаю, что нету здесь несоответствия их творчества и их личности. И с ребятами из Animal Jazz, тоже пообщавшись, я понимаю, что несоответствия какого-то этого нет. Хотелось бы обратиться к организаторам фестивалей, концертов, выступлений групп, которые ненадлежащим образом выполняют свою работу. Ребята, не делайте этого. Отношение к нам вначале было не очень, потому что ребята всегда ждут подвоха. Так что если вы решили сделать концерт плохо, лучше его не делайте. Ребята просто рассказывают, что там на каком-то фестивале после выступления им дали просто 500 рублей и говорят, вот дорога там, пожалуйста, такси там поймаете, домой езжайте сами. Машин нет, в принципе. Машин нет, они такие, ну да, и вот они думали, может быть, что здесь будет что-то... Что их потом из Якутска отправят, вот вам упряжка, вот трасса федеральная, большой привет. Тебе атмосфера фестиваля? Я тут первый раз, мне очень понравилось. Как обычно, на высоте. Большой рывок. Весело, задорно. Классно, потрясно, очень прикольно. Я впечатлен. Атмосфера, как всегда, шикарнейшая. Все очень круто. Что-то такое, не знаю, бабах. Я в Якутск переехал, и как не переехать из-за такого фестиваля? Правда, все очень нравится. Новая сцена вообще, это, конечно, шикарно. И главный хедлайнер тоже. Я не знаю, что сказать. Действительно круто. Все-таки не город. Здесь можно дышать свежим воздухом, веселиться и слушать настоящую живую музыку. Что больше всего тебе нравится на соте? Разнообразие, конечно. И музыкальная программа, арт-выставка, кинозал, фудкорт. Это тоже культура. Как бы и краски холли, и сами музыканты, и очень много там фастфуда, там развлекательных вещей, типа там армрестлинга и прочих спортивных игр. Поэтому хорошо, разнообразно. Музыка меняется, предпочтения у людей тоже разные, поэтому нужно развеиваться для того, чтобы не терять время.
мероприятии можно купить то, что сделано своими руками, то, что сделано в единственном экземпляре. Я участвую в фотовыставке, там представлены 4 работы пейзажи. Раньше никогда не была участником самого фестиваля, а теперь, не знаю, быть частью такого чего-то большого, грандиозного, это очень здорово. Я из Алдана. Здесь участвую в качестве фотографа, да, представлены 4 моих снимка. Раньше я выставлялся в Питере только и на Украине, да, сейчас вот здесь. Это что-то новое для меня. Очень круто. Это, наверное, лучшее мероприятие для аудитории подобного рода. В плане еды очень много интересных штучек. Вот я, допустим, очень люблю вегетарианских ребят из Отда, которые делают вегетарианские блюда. Меня зовут Яра, я маркетолог компании Axioma, ну, то бишь магазин Аркада. В этом году вы можете уже поиграть сразу в 3 игры. Это Night Squad, Mortal Kombat XL и также Rock Band 4. На сегодняшнем фестивале вы играете на одной сцене вместе с группой Animal Jazz. Доводилось ли вам раньше вместе играть? Вообще длинная история. И репетировали когда-то еще вообще в начале 2000-х, по-моему, на одной точке. Барабанщика мы как-то делили. У нас был один барабанщик на 2 коллектива. И у него стоял выбор, причем он тогда выбрал Animal Jazz, и потом Animal Jazz его через пару лет еще выгнали. А у нас как раз появился Тоха наш. Бесконечно рады и благодарны группе Animal Jazz, что они тогда вот нас увели человека. Хотя, если он смотрит, конечно, я его люблю тоже, но Тоху я люблю сейчас больше. Мы понимали, что там мы можем сыграть прям попсу, но если у тебя нет все равно связи там на радио, то это все равно никуда не пойдет. А потом, даже если это пойдет на радио, что ты будешь делать? Ездить корпоративы играть перед офисным планктоном? Ну, мне это не интересно. Фестиваль, мы, собственно, о нем узнали, наверное, месяца 2-3 назад, когда, собственно, нас объявили. И мы следили за тем, что это вообще такое. Вот. Для нас не совсем обычный концерт сегодня, потому что 2 участников у нас не смогли по семейным обстоятельствам сюда прилететь. У нас были приглашенные музыканты. Николай Стравинский из группы «Тараканы» был на гитаре, и наш звукорежиссер, который в группе Animal Jazz уже 15 лет, он сегодня играл на бас-гитаре, Юра Смирнов. Мероприятие очень хорошего уровня с точки зрения организации. Сейчас, в принципе, конечно, ситуация с этим лучше, вот, и мы уже стараемся не ехать на фестивали, где как бы все совсем плохо, вот, но тем не менее каждый раз ты радуешься, что вот люди умеют правильно поставить аппарат, правильно развесить свет, так, чтобы все выглядело и звучало красиво. Вот, собственно, у нас этот фестиваль, да, визит Animal Jazz и Jane Eyre, он тоже немножко проходил в таких ностальгических тонах. Вернем вам 2007. Ну, как мне кажется. Ну, по крайней мере, так это в социальных сетях. Люди, о, да ладно, вспомни свою молодость, три полоски. Вот, мы к этому относимся с пониманием. Вот, постоянно идет прирост аудитории, но то, что вот у части аудитории есть вот такая ностальгия, но почему бы и нет?
Дело в том, что мы думали, что еще можно будет рассказать о музыке. Может, какого-то музыканта? Нашим зрителям, да, в этом выпуске. И решили позвать человека, который прекрасно знаком нашим зрителям по музыкальным ставкам. Это прекрасный гитарист, прекрасный музыкант и прекрасный человек Василий Радчин. Ставка! Дело в том, что очень многие начинающие рок-музыканты, да вообще так люди, которые хотят начать играть музыку. Ну, странная формулировка «начинающий рок-музыкант». Он же, когда начинает, он еще не знает, какой он музыкант. Нет, ну обычно наоборот, все прекрасно знают, то есть я хочу играть рок. Большая часть начинающих музыкантов, первый инструмент, который хочет опробовать, это, конечно, гитара, потому что гитара определяет в основном звучание рок-музыки. Нет, ну, конечно, можно поспорить. Ну, на барабанах еще можно. Не, на вкус и цвет просто. У меня просто такого вот не было, как бы, по поводу гитары у меня не было. Первый твой инструмент был не гитара. Мой первый инструмент был саксофон, я тебе больше скажу. У меня домран. Гитарная музыка близка всем из сидящих здесь сейчас, потому что все пробовали, кто-то чего-то достиг даже. Я говорю не про себя сейчас. Хотя с Андрюшей Авдошиным мы там тоже позажигали в свое время. Макс, давай, вот с чего началось твое обучение игре на гитаре? Ну, если минуя домру. Первая гитара, что-то наподобие Fender Stratocaster, только это был не Fender, поделие какое-то. Купил его, по-моему, 1000 за 3. Там схитрил немного, ну... Без этого а никуда. Кто сомневался? Да, конечно. Баре там научился зажимать в первый же вечер, там, ну и все, там, Цой понеслось. Подожди, по-другому же рассказывал, что там тебе баре что-то парил. Баре как бы почти что научился, у меня просто здесь дырка всегда на пальце. И туда фаланга называется. Сюда струна провалилась, и у меня не получалось нормально взять. Ну, поэтому я начал квинтами играть, сразу перешел. Сразу в трэш-метал перешел. Наша группа, все чуваки были соседями Дачный кооператив. по даче, да. Мы такие как-то сидим там на бревнах, костерок жгем, слышим, что-то Король и Шут где-то там играет. Мы такие пошли. Хопа, это оказалась группа Обсидиан. Себя на даче где-то там репетирует. Костя такой говорит: у меня, кстати, басуха есть. Как бы случайно. Да. А обычно такое естественное деление. Кто на гитаре похуже играет, того на бас садят. Кто играет получше, тот соло. Кто средний, он ритм играет. А у нас в нашем коллективе, например, я просто случайно держал бас-гитару в руках, а в это время Олег что-то на гитаре играл. И как-то я себя определил, короче, в этот момент случайно. В 9-10 классе у меня тоже первая электрогитара появилась. Был комбик, но в комбаре не было дисторшена, вообще никаких эффектов не было. Соответственно, я, значит, подключил, думаю, ну сейчас буду играть рок. Что-то я делаю не так. В течение часа я разобрался, что если гейн выкрутить на полный, то, конечно, будет почти Deep Purple. Вася, привет! Шо? Расскажи о том, как ты начал играть на гитаре. Начал я играть на гитаре в 10 лет, когда у всех моих одноклассников поголовно начала появляться гитара. Через года 2 или 3 я увидел клип Кипелова «Я свободен». Для меня тогда было диким открытием то, что там музыканты могут до такой степени там щелку опускать. Меня это немножечко тогда оттолкнуло, но я посмотрел на его пальцы и захотелось точно так же. И вот тогда началась эпоха арии. Первая электрогитара была «Урал», хотя, в принципе, я уже жил в более новое время, когда гитары как таковые были доступны. Вот эту вот гитару я купил в 15 лет. От родной гитары, которую я покупал тогда, остался только здесь корпус. Хоть гриф тоже Крамер, но он совершенно с другой гитары. Звукосниматели другие, это мы вообще с отцом как бы вырезали там под флойд, потому что родной снял, этот не подходил японский. И вот в 15 лет, да, потом купил комбик, и все, и потом понеслось. В чем ты черпаешь вдохновение, не вдохновение, когда работаешь, допустим, над аранжировками, может быть, подходом каким-то? Спросил ты у человека, который не выпустил ни одного альбома, да? Ты же как бы работаешь в этом направлении. Ну, работать-то работаю. Идешь, допустим, и в голове играет
мелодия. Я в этот момент включаю диктофон, просто ее напеваю, потом прихожу домой, пытаюсь там что-то разобрать. Иногда это бывает, что просто сидишь, что-то наигрываешь, в порыве импровизации, через минут 30-40 рождается что-то более-менее толковое. То есть абсолютно по-разному. Когда слушаешь достаточно много музыки, начинаешь наигрывать, что-то импровизировать, и думаешь, о, вот хорошая фраза. Ты, потом там ее повозюкал немножко, и через час вспоминаешь, это же было там Стратовариуса, там какой-то демб. Абсолютно. Часто ли у тебя так бывает, и как ты с этим борешься? С этим никак не поборешься, понимаешь, ты пока не переберешь там в голове все эти мелодии. Потому что так или иначе наше музыкальное мышление складывается из того, что мы до этого играли и что мы до этого слушали. Брайан Мэй, мы знаем, свою первую гитару там сделал сам. Кто-то начинал с того, что купил картонный флайт. Что ты можешь посоветовать ребятам, которые тут только собираются начать играть на электрогитаре? Как выбрать, что выбрать? Нужно купить гитару ту, на которой ты захочешь заниматься. Вы пришли, допустим, в магазин, увидели гитару, и вот именно вы ее увидели. То, что она потом будет плохо строить, это само собой, потому что в определенной ценовой категории, в принципе, все гитары звучат примерно одинаково. Но так или иначе, просто она должна нравиться на вид. Давай поговорим про примочки. Какую примочку, как выбрать и как отстроить ее? Потому что все же говорят, что не важно, какая примочка, лишь бы прямые руки были. Я вот, кстати, так в самом начале своем пути и сделал. Я купил себе процессор и просто уже на основе него понял, что мне нужно. Процессор — это вот такая вот штука, в котором есть вообще абсолютно все. И вот уже на основе него там год-два подзанимавшись, там попытавшись отстроить на нем звук, который ты хочешь, уже там прикупить аппарат получше. Но я вот выбрал для себя, после того, как перебрал вообще все абсолютно, я выбрал для себя просто дорогой процессор купил. Ну, относительно дорогой. Вот есть процессор Axo FX2, он сейчас стоит на данный момент 250 тысяч рублей. И у него прошивка выходит каждый месяц. И каждый месяц они обновляют алгоритм эмуляции усилителей. И они эмулируют настолько качественно и настолько достоверно, что никто в слепом тесте не отличит, где усилитель, а где процессор. Цена далеко не оправдана, если ты не супер-рок-звезда и не ездишь хотя бы с гастролями по России. Но так или иначе, цифра сейчас делает очень большие успехи. А у нас был в гостях Василий Радченко, прекрасный гитарист, прекрасный человек. Если у вас будут какие-то еще вопросы, задавайте, мы постараемся на них ответить. Всем пока. Всем пока. Если бы сейчас ребята уделяли такое же внимание музыке, учились бы, также и сидели бы дома и играли бы. Потому что тогда бы начался рост музыки. На прошедшем фестивале Sounds of Sakha 3 группы прекратили свое существование. У нас сейчас реально будет наблюдаться какой-то упадок во всем этом деле. Сколько комментариев было в сети по поводу того, что вот там мало групп, так играть некому. Следующих фестивалей может просто не быть. Я понимаю, что неинтересно смотреть там на какое-то там количество групп, там 6-7, да. В то же время неинтересно смотреть на совсем молодых зеленых музыкантов, которые настраивают гитары на сцене, которые играют однообразные песни. Здесь нужен рост. Не будет роста, не будет фестиваля вообще. Во-первых, нужна и поддержка музыкантов. Если музыкант записывает альбом, то этот альбом надо покупать, этот альбом надо распространять, чтобы о нем узнавали. Во-вторых, надо ходить на концерты, чтобы поддерживать организатора. Организатор зачастую вкладывает свои личные деньги, свои личные силы, все те ресурсы, которые ему тоже здорово было бы потратить на себя. 1300 за 2 хедлайнеров, за насыщенную программу — это не так много. И раз в год на один фестиваль, если по 100 рублей откладывать в месяц и в конце просто 200, да, то можно пройти на Sounds of Sakha. Ну и что смеяться-то, да? Учитывая то, что у людей есть зарплата, у них есть работа, и просто 100 рублей в месяц можно находить, если смотреть себе под ноги, если на то дело пошло, да? И если люди перестают поддерживать фестивали, перестают поддерживать концерты, если нет поддержки сцены, то сцены просто нет. И поэтому хотелось бы сказать тем ребятам, которые пытаются там пролезть через дырку, и так говорят, что в нашем городе ничего нет, да? И когда вы перестаете это поддерживать, вы уменьшаете вероятность появления чего-то нового в нашем городе. Поэтому без поддержки не будет ничего. И пока вы это не поймете, вы будете жить вот в этом упадке, будете считать себя вторичными и так далее. Потому что вы просто не хотите взять и поддержать. И пока вы этого не захотите сделать, у вас ничего не будет. И вы также будете пытаться уехать в свой Питер или Москву. Уезжаете вы туда, и там тоже ничего не делаете, и везете этот упадок по всему миру.
На этой оптимистичной ноте наша передача, к сожалению, подходит к концу. Накипело. Заходите в наше сообщество ВКонтакте PropTV, на наш канал на Ютубе PropTV и на наш аккаунт в Инстаграме prop.tv. Также заходите в группу ЕКТ Рок Комьюнити, там самые свежие новости о всех мероприятиях, рок-мероприятиях и не только города Якутска. Ходите на концерты. С вами были Александр Горбунов, Макс Качулис, Илья Цой. Всем всего доброго и до новых встреч. Всем пока. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить востребованные специальности: экономика и бухгалтерский учет, право и судебное администрирование, земельно-имущественные отношения, документационное обеспечение управления, сервис на транспорте и операционная деятельность в логистике. Якит. Будущее в твоих руках.